Ассаляму алейкум, херлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 55 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Помогайте нам продвигать наш YouTube-канал, не забывайте ставить лайк. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по ссылке, которую будете видеть на ваших экранах, вот, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Сергей Фурса, эксперт з міжнародних та фінансових питань. Пан Сергею, витаем вас, ассаляму алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, давайте обсудим для начала вчерашний визит турецкого лидера в Украину Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча, которая была запланирована пройти, если я не ошибаюсь, планировали лидеры говорить 1:30. В итоге встреча тет-а-тет продлилась на протяжении 3,5 часов. В результате лидеры вышли на пресс-брифинг и подписали порядка 12 соглашений между Украиной и Турцией. Можно ли это назвать успехом, на ваш взгляд? Ну, смотрите, это результативная встреча, безусловно. Да. И, безусловно, все эти 12 документов были готовы до того, как приехал Эрдоган. Поэтому то, что у нас сейчас особые отношения с Турцией, это очевидно. Очевидно, что там есть какая-то особая химия между Эрдоганом и Зеленским. Зеленскому просто с ним комфортнее. В отличие от западных лидеров, Эрдоган ничего не просит. Да, не просит там бороться с коррупцией, не просит там делать реформы. Он просто приезжает и говорит: да, я тебя понимаю. Да. Эти западные шайтаны, они там лиру валят, еще что-то делают. И Зеленскому комфортно, плюс действительно у нас есть важное продвижение по Байрактарам тем же и так далее. И турецкая экономика, важная экономика для Украины. Ну, кстати, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в свою страну, в Турцию, и там в аэропорту он дал пресс-брифинг для своих журналистов и сказал, что Европа, западные партнеры Украины, наоборот, тормозят многие процессы и нагнетают ситуацию вокруг Украины. Ну, смотрите, он же, в принципе, Запад-то не любит Эрдогана. Да. И он постоянно об этом говорит, ему спекулянты постоянно жить мешают и так далее. Поэтому сейчас они с Зеленским сошлись на этой антизападной повестке, к сожалению, которая присутствует у украинского президента. Потому что вот Запад, позиция же Украины в данном случае: не учите нас жить, лучше помогите материально. А реформы это потом. И вот на этом действительно они очень сходятся с Эрдоганом. Другое дело, что у Эрдогана там повестка строительства пантюркского мира, Османская империя, а Украина здесь непонятно где, в какой истории, какая история тут Украины. Но точно, что с Эрдоганом Зеленскому комфортней. Гораздо комфортнее. Плюс есть общие темы там, по большой стройке, по строительству дорог и прочим вещам. Ну, если подробнее остановиться на тех соглашениях, которые были подписаны, основное, о котором говорят сейчас и украинские медиа, и турецкие медиа, это соглашение о свободной экономической торговле. Украина и Турция шли к этому 12 лет, да, если не ошибаюсь? Почему так долго? Где не могли договориться? Ну, это же вопрос интересов. И украинский бизнес очень противился зоне свободной торговли с Турцией. Потому что конкурировать с турецкими товарами мало кому хочется. Плюс последние года лира девальвирует страшными темпами. Да. И это больно для турецкой экономики, но в то же время это делает турецкий экспорт гораздо более конкурентоспособным на территории Украины. И поэтому там было очень много проблемных вопросов все это время. Вроде как-то пришли к какому-то консенсусу, но в целом в бизнес-среде, надо просто понимать, зона свободной торговли – это всегда хорошо. Да, давайте поймем, что это такое для наших зрителей. Чем больше свободы в экономике, тем всегда хорошо. Да. Особенно хорошо для потребителя, для нас с вами.
Если мы ничего не производим, чем убрали все границы, все барьеры, тогда товар будет самый дешевый и самый качественный. Для потребителя это всегда хорошо. Для бизнеса это не всегда хорошо, потому что многие бизнесы просто могут вылететь в трубу, когда они начинают конкурировать с кем-то другим извне страны. Поэтому среди... Ну, с турецким текстилем нам конкурировать точно будет сложно. В том числе. Ну, там же не только. Там даже помидоры, да, может быть, речь о помидорах. Многие другие моменты. Поэтому украинский бизнес всегда очень настороженно относился к зоне свободной торговли с Турцией. И всегда тут саботировали, на самом деле, наша страна саботировала принятие зоны свободной торговли. Но сейчас под этот визит, под все форсированно приняли. Вроде как там, опять же, говорят о компромиссе, но очень много голосов украинского бизнеса, которые против. Ну, в частности, насколько серьезно, на ваш взгляд, может пострадать все-таки украинское производство? Вот где зарыта собака? Я не знаю, где она зарыта. Но, опять же, потому что мне сложно сказать, надо иметь слишком большую базу статистики, которой у меня нету. Сложно. Но, опять же, просто я не обладаю доступом к такой информации. Это, возможно, есть там у Национального банка, возможно, у Министерства экономики. Кто там точно выступал против, кто точно может пострадать. Потому что то, что докладывает Минэкономики, что у нас от этого плюс 2% будет роста. Да. В это поверить сложно, если честно. Это, прямо скажем, очень-очень оптимистические оценки. Но в то же время понятно, что другая сторона, вот там Федерация работодателей Украины, которая очень против, они сгущают краски. И они кричат: ой, мы все сейчас умрем. И это тоже неправда. То есть на самом деле, как будет проходить дальше ситуация, прогнозировать очень сложно. Это же гибкая система, экономика. Да? Кому-то будет больнее, кому-то нет. Кто-то адаптируется, а кто-то не адаптируется. Просчитать это на входе очень сложно. Я предлагаю пану Сергію підключити к нашому ефіру Андрія Рудика, політолога-міжнародника, доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Пане Андрію, чуєте? Я, на жаль, вас зараз не чую. Давайте спробуємо ще раз. Пане Андрію, алло? Ні, я, на жаль, вас не чую. Ми попробуємо зараз наладити. Пане Андрію, зараз чую. Алло? 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 Да, нет, говорят наши редакторы. Андрія Рудика з нами на прямому зв'язку, політолога-міжнародника, доктора философии в галузі социальных та поведінкових наук. Мы попробуем сейчас с ним связаться еще раз и задать несколько вопросов относительно визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину и, собственно, тех соглашений, которые были заключены по результатам переговоров. Пан Андрій, чи чуєте зараз нас? Алло? Так, чую. Да, я теж вас чую. Вітаємо вас. Салям алейкум. Пане Андрію, что важного вы для себя почерпнули от вчерашних переговоров Эрдогана и Зеленского? Ну и, собственно, тех соглашений, которые были по результатам подписаны. Ну, естественно, самое важное, что предлагается избирателю, вообще мировому сообществу, это то, что уже упоминалось вами ранее в студии, это договор, соглашение о свободе торговли с Турцией. Однако, если говорить все-таки о политической части, то, что тоже, опять-таки, продается в качестве хороших отношений с Турцией, это, естественно, вероятный запуск ожидаемый завода по производству ударных беспилотников, аппаратов, естественно. Ну и то, что касается возможной роли Турции в качестве посредника по урегулированию конфликта Украины и России. Это, да, важный момент. И именно здесь, знаете, с точки зрения символической, стоит обратить внимание на то, что Турция в который раз фактически признала Россию стороной конфликта, поддержала там территориальную целостность Украины, особенно в то, что касается Крыма, потому что, например, те же западные партнеры часто вопрос Крыма-Быки, турки в этом плане все-таки более позволяют себе резкие заявления в отношении Крымского полуострова и его принадлежности. Ну, действительно, помимо всех экономических вопросов, которые обсуждались, очевидно, что примечателен тот факт, что Эрдоган прибыл в Украину как раз на фоне наращивания российских войск у границ Украины. И действительно много говорили о посреднической роли Турции между Россией и Украиной. Украина поприветствовала такое предложение, однако здесь вопрос в другом. А пойдет ли на это Россия, учитывая, что действительно
действительно, в Беларусь так или иначе она была под Россией всегда, да и Александр Лукашенко сейчас нельзя сказать, что уже, в принципе, сохраняет суверенитет своей страны и себя в том числе. Вот в таком случае пойдет ли теперь Путин на то, чтобы перевести встречу ТКГ, например, в Стамбул, учитывая четкую позицию Турции по поводу непризнания оккупации и поддержки суверенитета Украины? Ну, знаете, начну с обратного. Почему вообще вся ситуация именно формат Минский? Потому что выбора у нас как такового не было. В принципе, не стоит забывать, что Беларусь — это военный союзник Российской Федерации. То есть то, что в Минске произошло, сами документы, дальнейшие переговоры, это нам навязанная вещь, потому которая обусловлена была тогда военно-политической ситуацией. Относительно предложения Турции. Предложение Турции действительно прекрасно в своей форме. Оно больше даже добавляет самой Турции, в том числе геополитических, по поводу притязаний на политическое влияние в Южном Кавказе, в Крайней Азии, вообще на все тюркские яйца, в том числе, которые населяют Российскую Федерацию. Но Россия на это никогда не пойдет. Почему она на это не пойдет? Во-первых, она не будет ставить себе преднамеренно Турцию в ранг самой себе, потому что Россия себя позиционирует как глобальная, как мировая держава, ну, как одна из. Турция для нее региональное государство, то есть если мы ставим Турцию рядом с собой, то есть мы уже определенные баллы ей добавляем. Знаете, в контексте того же Азербайджана взаимоотношений на Южном Кавказе, в контексте того же Кыргызстана, где Турция наращивает свое влияние культурное в первую очередь. Но здесь еще важен какой момент. Проблема в том, что Турция, позиционируя себя как посредника, она фактически лишает этой роли Российской Федерации. Не стоит забывать, что во всех нарративах, во всех сообщениях, которые продвигаются Российской Федерация как раз себя позиционирует как посредника, как будто посредника между Украиной и так называемым руководством ДНР и ЛНР. Ну, мы понимаем, что в эти все сказки верят исключительно в России и в государствах-сателлитах на Западе, в том числе в Турции, в это все не верят. Поэтому на это Россия никогда не пойдет. Ну, а как она может отказать? Вот как она будет играть здесь? Потому что мы видим, что и у Путина довольно хорошие отношения с Эрдоганом. Эрдоган там называет Путина периодически своим другом близким. Да, мы это не раз слышали. Как вот в такой конфигурации отказать Путину, своему другу? Смотрите, здесь это действительно интересный вопрос, но друзья Путин и Эрдоган только в тех моментах, когда их интересы совпадают. То есть, если вспомнить ту же Ливию, там, где начали совпадать интересы по поводу противостояния, по поводу, знаете, объединения государства, и особенно, когда начались вопросы по проведению избирательного процесса, там начали совпадать интересы, они, мол, все, друзья закадычные. То, что касается, например, той же Сирии, они там далеко не друзья. То есть, то, что касается Украины, здесь они как бы тоже не друзья, потому что Турция выходит из своих интересов, в том числе, знаете, престиж по поводу охраны прав крымско-татарского народа. То есть здесь Турция с Россией, они выступают сугубо на основе прагматических отношений. Даже можно, знаете, сказать несколько, даже партнерств. И знаете, если вспомнить опыт Сирии, опыт контактов по Сирии, по Ирану, вообще по восточным делам, по той же Центральной Азии, России ничего не мешает даже в грубой форме отказать Эрдогану. Ну, в грубой форме никто не будет отказывать, но просто Россия традиционно, как это было на Совбезе ООН, на недавнем заседании, просто сказать, что, мол, стороной конфликта Россия не является, стороной конфликта является Украина и так называемая ДНР, ЛНР. И, мол, Россия что может сказать? Мы последовательно, как и ранее, выступаем за прямые переговоры украинского руководства с так называемым руководством, так называемых этих уже упомянутых, ну и квазигосударственных организаций. То есть отношения России и Турции можно назвать одним словом – взаимовыгодные?
Абсолютно верно. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Андрій Рудик був з нами на прямому зв'язку, політолог-міжнародник, доктор философии в галузі социальных та поведенковых наук. А тем временем Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции может состояться встреча все же президентов Украины и России. И он сказал, что о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи уже они достигли. Давайте послушаем цитату Эрдогана. Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Наразі ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна та Зеленського. Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас уже є домовленість із цих питань. В Кремле уже прокомментировали такое предложение. Там Песков сказал, что президент России Путин готов встретиться с президентом Украины, но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи. Мы считаем, что она должна была состояться давно, и они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей. Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем. Пане Сергею, что означает этот ответ? Вы только что говорили, как пошлют. Вот да. Так пошлют. Дипломатично, но пошлют. Послали. Послали, да. Понятно, что послали. Фактически, они же хотят, чтобы Украина сделала то, что они хотят, и тогда можно встречаться. Да. И, в принципе, то есть минские договоренности, он намекает на минские договоренности. Да, минские договоренности в том виде, как их читает Россия. Да. Соответственно, Украина это не может сделать и никогда на это не пойдет. Соответственно, эта встреча не состоится. Да и, в принципе, на самом деле, для меня любая встреча Зеленского и Путина – это риск. Там нет никаких возможностей. Почему? Риск. Потому что у нас нет возможности что-то позитивное получить с этой встречи. Неужели мы думаем, что Путин вдруг скажет: ах да, я ошибался, зря я оккупировал Донбасс, я ухожу. Конечно же, он так не скажет. И пока они чувствуют, что они могут говорить с позиции силы, а они это могут говорить, пока они так чувствуют, по крайней мере, они будут об этом говорить. И любая договоренность этой встречи – это уступка со стороны Украины. Я не хочу никаких уступок со стороны Украины. На что тогда рассчитывает президент Украины? Я не знаю, он постоянно... Это же постоянно, да, он говорит. Смотрите, возможно, это просто его игра в миротворца, он же обещал мир, и поэтому ему нужно показывать своим избирателям, даже если вдруг он уже понял, что это невозможно, ему нужно показывать, что я стараюсь. Возможно, я надеюсь, что это просто показательное старание господина Зеленского, что, смотрите, я же стараюсь. Игра в процесс? Да, но, смотрите, весь Минский процесс для Украины сейчас это процесс. Да. Мы должны тянуть время и ничего не делать. Это наша стратегия, это нормально, да, потому что у нас нет позитивного решения сейчас. Нас устраивает тот статус-кво, который есть, потому что лучше позицию мы получить не можем. Если бы у нас была возможность улучшить позицию, да, надо было переговариваться. Улучшить мы не можем? Нет, не можем. Мы понимаем, что Россия не пойдет ни на какое улучшение. Поэтому для нас лучше процесс. Вот процесс идет, мы стараемся. И Запад нас в этом поддерживает. Ну, тогда возникает вопрос. Окей, если мы сейчас играем в процесс и ждем, а чего ждем? Пока Ишак сдохнет, падишах умрет? Падишах, да, или мимо нас проплывет труп нашего врага. Так условно мы ждать? Да, так нет, так никто же, давайте будем честны. Нет никакого шанса закончить эту историю позитивно для Украины в ближайшее время. Вообще никакого шанса нет. Поэтому мы можем только ждать или когда там Путин умрет, или когда Россия развалится. И да, это может быть 10, 20, 30, 50 лет. Вообще не вопрос. Нет сейчас хорошего завершения для этой истории для Украины. Вот нет. Да, мы можем только ухудшить свои позиции. Поэтому правильно с точки зрения Украины вот так играть в процесс и ждать. Ну, на самом деле мы же понимаем, что процесс имплементации Минских соглашений упирается в первую очередь в первый пункт, да, то есть прекращение огня. Прекращения огня нет сегодня на востоке Украины. Да и режим тишины, о котором объявляли, он тоже не работает. Режима тишины также нет. Но если даже предположить гипотетически, что режим прекращения огня начинает работать, ведь потом нужно будет выполнять Минские соглашения, я правильно понимаю? Ну, потом можно будет обменять пленных. Да. Это позитив. А дальше дальше мы будем говорить, что давайте сначала границу, а русские говорят: нет, давайте сначала выбор. И мы будем так сидеть друг напротив друга и говорить.
И никто двигаться ни в какую сторону не будет. В таком случае даже добиться прекращения огня будет невозможно. Ну, смотрите, Украина же готова прекратить огонь? Да. Готова. Россия не готова, потому что для нее это палка, которая она тыняет и поддерживает конфликт для того, чтобы иметь влияние на Украину. Поэтому, опять же, почему вдруг Россия прекратит огонь полностью? Ну вот что ее может заставить это сделать? Ничего. Потому что им надо иметь рычаг на Украину. У них нет для нас рычага сейчас, кроме вот этого. Да, даже потенциальная там любая эскалация так или иначе рассматривается, что они там разжигают костер. Да. Если там затушить полностью, когда вы полностью затушили, раздуть опять огонь войны очень сложно. Ее сложно погасить, но если уже погашено, потом надо сверхусилия применять для того, чтобы это воспламенить заново. Поэтому Россия, естественно, поддерживает какой-то уровень тлеющего. Там затухающий, там же каждый год там у нас меньше этих обстрелов, перестрелов. Но они делают так, чтобы это не было нулем. Для того, чтобы всегда им была возможность потом это включить. Ну, если даже посмотреть то, чего добивается Россия, да, если судить по интерпретации, их интерпретации Минских соглашений, это конфедерация в нашей стране. Это подрыв национальной безопасности и вот такие квазиреспублики в Украине. Но даже если предположить, что Минские соглашения будут выполнены согласно украинской трактовке, даже в таком случае их можно выполнять, все равно же в итоге получится конфигурация. Не, конфигурация не получится. Во-первых, у нас два плюса. Во-первых, Россия на это никогда не пойдет. И все. Да, ну, не пойдут они на это. А во-вторых, если там сначала провести границу и потом не менять Конституцию, мы же не будем менять Конституцию. Мы понимаем, что мы не будем менять Конституцию. И гарантии никакие не дадим на то, что мы будем выполнять политическую просто украинский часть. Парламент никогда не поменяет это. Это просто вот никогда. Потому что на следующий день этот парламент вынесут на вилах, и все депутаты это прекрасно понимают. Поэтому это no-go, это невозможно. Поэтому это тупик, Минские соглашения. И они подписывались на самом деле ради тупика. Потому что они выполнили две функции. Они остановили агрессивную кровопролитную войну, то, что было в момент Дебальцева. Уровень агрессии был в разы больше, рисков для экономики Украины в том числе гораздо больше в тот момент. И они дали нам время, плюс санкции против России. Время играет сейчас в нашу сторону, потому что с каждым годом мы становимся сильнее, а Россия не становится сильнее относительно нас. И санкции продолжают действовать. Все, нас это все устраивает. Да? Ну а как быть с нашими западными партнерами, которые говорят о необходимости имплементации Минских соглашений? Это же не только Германия и Франция, которую мы уже называем странами Путин-Ферштейн. Это и Соединенные Штаты Америки. Так они ритуально это говорят. Они говорят про Минские соглашения, а потом говорят, Украина выполнила, Россия нет. Так. Вся конфигурация санкций построена вокруг Минских соглашений. Поэтому все ритуально говорят, вы должны выполнять Минские соглашения. Мы говорим, да, мы должны, мы выполняем, вот Россия не выполняет. Россия говорит то же самое про нас. Но суть в том, что эта база остается. Запад же, никто там не дурак, никто не хочет нас склонять в пользу пророссийского сценария. Кому это нужно? Американцам это уж точно не нужно. Поэтому они ритуально повторяют про Минские соглашения, но когда доходит до дела, там же потом все эти биткаются россияне и так далее, что Франция и даже Франция и Германия стоят на украинской трактовке. Но война тоже не нужна Западу. Не нужна. Поэтому многие политические аналитики говорят о том, что Россия, пугая войной Запад, как выразился Энтони Блинкен, приставив пистолет к виску Украины, пугает и шантажирует Запад войной, чтобы те заставили нас имплементировать Минские соглашения в той трактовке, которая есть у России. Как вы думаете, это так вообще есть жизнь в такой тезе? Но опять же, залезть в голову Путина мы не можем. И устраивать такой общемировой бадабум ради Минских соглашений, это смешно на самом деле. Поэтому очень смешно, что очень много в Украине, вот российская пропаганда же говорит об этом. Да. Запад склоняет Украину к исполнению Минских соглашений. То есть вот это вся тьму таракань, весь этот процесс мировой. Когда на ушах все мировые столицы, когда на ушах Конгресс, Сенат, британцы, австралийцы на ушах, да? Все ради того, чтобы склонить Украину к Минским соглашениям. Серьезно? Мелко? Да, но это вообще несопоставимые вещи. Но это российская пропаганда, это российская интерпретация. Ультиматумы Путина и так далее, они преследуют попытку снова поделить мир. В разделе мира, в том числе в качестве пункта, заставить Украину выполнить Минские соглашения. Да, это желание Путина, не вопрос, но это только желание Путина. Запад не стал играть в эту игру. Они подняли ставки, поставили Украине оружие и сказали, Путин, хочешь нападать? Ну, мы же тебя не можем остановить. Ну, вот тебе санкции, и вот цена вопроса для тебя повышается, потому что у Украины есть оружие. Хочешь? Пожалуйста, но ты будешь иметь с последствиями. Говорить с тобой на этом языке мы не будем.
Ну вот к требованиям России, к НАТО и США мы еще вернемся. Завершая тему с возможным переходом трехсторонней контактной группы с Минска в Стамбул. Это пока маловероятно, на ваш взгляд? Да, хотя бы вот мне на самом деле интересно, смогут ли эти ДНРовцы, ЛНРовцы вообще приехать. А почему Минск? Потому что они туда могут приехать. Они же все подсанкционные и так далее. Да. У меня сомнение, что они могут приехать в Стамбул. Ну и плюс, если они туда приедут, не будет ли это означать фактическую легитимизацию этих людей Стамбула? Со стороны турков. Турции, Плюс да. там же всегда есть американские спецслужбы, другие спецслужбы, которые могут сказать: о, террористы, давайте их запакуем. Поэтому и был выбран Минск, где точно с ними ничего не случится, где их пускают, по крайней мере. И в этом была уникальность Минска, на самом деле. Поэтому мне крайне сложно представить, как это вообще сейчас выйдет из виртуального формата. Тогда вопрос, зачем это все Эрдогану, как вы думаете? Вот чего он пытается этим добиться? Он пытается доминировать. Он же борется с Россией за сферы влияния. У них сейчас и то, и вот говорят, что там Россия сверхдержава, Турция региональная держава. Они сейчас одинаково сверхрегиональные державы. Они столкнулись в Карабахе. Там Эрдоган победил Путина. Они столкнулись в Казахстане. Там Путин победил Эрдогана. Они сталкиваются вот на этом разломе, и Эрдоган пришел еще сюда. А почему в Казахстане Путин победил Эрдогана? Ну, потому что какие войска пришли туда? АДКБ. И Токаев... Назарбаев очень активно заигрывал же с Эрдоганом. И с Турцией, и с Россией, да. Одновременно. Да, но теперь у них только Россия. Да, Токаев. Да. То есть вы думаете, это полное ставление к Путину? Ну, опять же, полного никогда не бывает, да, но то, что он пришел на штыках Путина, это же очевидно. Путин гарантировал то, что Токаев заберет власть у Назарбаева, вот так. И, соответственно, когда тебе помогают в дворцовом перевороте победить, ты что-то должен. Ну, не бывает, что ты ничего не должен. Вероятно, он должен Путину гораздо больше, чем что-то должен Эрдогану. Поэтому Путин в данном случае победил. То есть мяч был теперь на стороне Турции, и для Турции был важен какой-то успешный кейс, и они решили... Я не представляю, вот ты нас в Казахстане, да, мы тебя в Карабахе, ты нас в Казахстане, тогда мы тебя в Украине. И поставляют сюда байрактары. Но не испортит ли это отношения России и Турции? Не последуют ли санкции на помидоры? Слушайте, санкции на помидоры столько раз вводились. Если отношения не испортили, когда турки просто так сбили российский самолет, то о чем мы дальше говорим? Понятно, что у них не могут быть хорошие отношения, не конкуренты. Поэтому хороших отношений там нет вообще. Так, окей, а что тогда будет с трехсторонней контактной группой? Ну, пандемия, говорят, в 2022-м, вероятнее всего, закончится. Встречи офлайн уже должны проходить где-то. Где это будет? Да, онлайн. Там всем уже понравилось онлайн, не надо никуда ехать. Зачем вот это вот в Zoom удобно? Ну, поживем, увидим, как говорится. Пане Сергію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень, доцентра кафедри міжнародних відносин. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Да, вот вопрос, который мы хотели с вами обсудить. Разведка Соединенных Штатов Америки раскрыла планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого Россия намерена использовать фейковое видео с нападением украинцев на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины, сообщили в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Вот как вам такое информационное сообщение, как вы его оцениваете? Ну, я думаю, що дивитися тут нема чому, тому що це вписується цілком в канву поведінки Росії за останні роки. І все багато ми вже чули і бачили фейків і таке інше. Думаю, що Росія все ж таки хоче щось створити, якийсь такий, мабуть, епізод, через який переконати і намагатися всіх буде вона, що Україна винна в загостренні, Україна напала, бо вони ж весь час кажуть, що вони просто захищаються від нас, тому стягнули війська до наших кордонів, що це Україна плюс НАТО планують напасти на Росію. Так і тут готували, я думаю, такий інформаційний привід, але американська розвідка дуже швидко зараз працює і відразу ж виносить всю інформацію на публічне обговорення, в публічний простір з тим, щоб дезавуювати і просто не дозволити їм зробити це, виконати цей сценарій. Ми ж це неодноразово бачили із тим урядом, що британці повідомили, які росіяни планують начебто посадити в Києві замість нашого, і з тою групою диверсантів, яка мала обстріляти сама своїх з тим, щоб потім звинуватити українців. Тому я думаю, що тут нічого такого дивного немає і ще буде багато такого. Але це,
це небезпечно, оскільки ми бачимо, що Росія все ж таки планує створити привід для вторгнення. Но не кажется ли вам странным тот факт, что сейчас мы действительно продолжаем слышать очень много заявлений со стороны наших западных партнеров, которые говорят о том, что картина вокруг Украины приобретает еще более тревожный характер, в то время как в украинском политическом, военном высшем руководстве говорят о том, что нет поводов для паники и вся ситуация под контролем. И тут ряд аналитиков говорят о том, что Запад специально нагнетает обстановку. Это так, на ваш взгляд, или это миф? Что происходит? Ні, я думаю, що я не згоден. Я не думаю, що Захід спеціально нагнітає обстановку. Я думаю, що нам треба перейти від розслабленого такого стану, не до паніки, звісно, але до готовності, підвищувати готовність. І тому тут, мені здається, дуже важливо прислухатися до всіх експертів, які нам кажуть, що Росія дійсно збирається, можливо, до масштабного вторгнення. Цілком ймовірно, що врешті-решт це буде все ж таки частиною кампанії залякування, тиску на Україну і намагання примусити нас піти на якісь поступки. Але теоретично також цілком ймовірно і схоже на те, що це може бути підготовкою до вторгнення. І тому, приймаючи до уваги, що багато є у нас фронтів, у нас нещодавно відкрився новий потенціальний фронт з Білорусі, я думаю, що нашим очільникам все ж таки треба більш уважно, більш серйозно ставитися до цих повідомлень. И, пане Володимире, вот вы говорите про вероятное вторжение. Это может быть в качестве ответа и реакции на ответ США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности? Ну, може бути і так, ми ж не знаємо, бо якщо, можливо, вони запланували таке вторгнення незалежно від того, що їм відповідуть НАТО та США, а можливо, все ж таки читають і почитали ті пропозиції, які їм направили з Брюсселя та з Вашингтона, і потім будуть радитись, що далі робити. Зараз формально вони вивчають пропозиції Сполучених Штатів Америки, і тому побачимо, як далі буде, бо ми досі гадаємо і не можемо зрозуміти, що там за ігра, яка мета кінцева тут. Це ж таки напасти, якщо напасти, то коли, де, або це все ж таки така от системна, дорога і тривала гра в залякуванні України і наших сил. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухса, главное, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедры международных відносин. Пане Сергею, как вы думаете, действительно, может ли Россия сейчас готовить казус Белли? Вот в последние 2 недели их пропаганда кричит просто о том, что Украина якобы планирует военным путем вернуть Донбасс, наступать на Донбасс и так далее. Да? То есть педалируется вот такой нарратив в российских СМИ сейчас. И вот эта новость, собственно, которую мы увидели сегодня со стороны Соединенных Штатов Америки. Смотрите, конечно, может. Наверняка у Путина на столе там есть 5 конвертов, условно, или 10, не знаю, в одном из конвертов вот такое лежит. Примет он такое решение или нет, мы этого не знаем. И именно для того, чтобы он это решение не принял, Запад и озвучивает содержание каждого из этих конвертов. Потому что как только вы подсветили, как только вы озвучили, использовать этот сценарий, у Путина уже нет никаких сил, возможностей. Вы засветили все, добрый день. Поэтому они и светят вот это все. Вся шумиха Запада направлена на то, чтобы Путин не смог сделать свой агрессивный шаг. И вы заметили же, вот сегодня вышла вот эта, ночью, да, вышла информация про то, что они готовят этот казус Белли и готовят бросить фейк. И этой же ночью YouTube прикрыл все ресурсы, которые так или иначе завязаны на российской пропаганде. Да. Прикрыл в Украине эти ресурсы и прикрыл ЛНР, ДНР и так далее. Это все связано? Как-то случайно совпало. Вот что в одну ночь и то, и другое случилось. Поэтому я думаю, что это еще раз показывает, что они серьезно относятся к этому варианту. И, наверное, такой конверт есть. Но опять же, что в голове у Путина, из нас никто не знает. Но почему именно сейчас? Ведь угроза российского вторжения в Украину уже с 2014 года продолжается. И, в принципе, цифра российских военных у границ Украины и на оккупированных территориях всегда на протяжении 8 лет там варьировалась от 65 до 85 тысяч российских военных. Сейчас их 119, да, как сказал Алексей Данилов. Но почему сейчас? Почему не потому что хотя бы потому что только сейчас Россия вышла со своим ультиматумом.
Тоже, кстати, интересно, почему сейчас? Ну, это опять же, это то, что в голове у Путина, да, мы не знаем этого. Почему, непонятно, да. Может, они видят, как там реальные доходы в Украине догоняют реальные доходы в России, и понимают, что еще чуть-чуть и будет поздно, да, и они столкнутся с проблемой, когда доходы в Украине будут выше, чем в России, это надо будет как-то объяснять внутри, у себя. И это большая проблема для российской пропаганды. Может быть, тысяча внутренних причин, мы опять же не понимаем, что в голове у Путина. Но они с этим сейчас вышли и начали активно бряцать оружием так или иначе. Они это делают. Да, учения, которые были весной в апреле-мае, и учения сейчас. Поэтому сочетание и одного, и второго заставляет подозревать, что что-то они могут задумать. Соответственно, Запад вынужден на это реагировать. Ну, не кажется ли вам, что вот как-то все слишком примитивно, как-то слишком все просто? Вышли с требованиями, Запад не принял эти требования, окей, мы нападем. Ну, вот как-то... Ну, а пока что не было окей, нападем. Окей, Путин отполз дальше и ничего не делает. Запад его откровенно послал, и они до сих пор не придумали, что же на это ответить. Что дальше, не знаю. Кстати, по поводу ответа. Сразу после того, как Соединенные Штаты Америки отправили свой письменный ответ в Россию, там министр иностранных дел Лавров сказал, что мы обязательно дадим в ближайшей перспективе свой ответ. Правда, его согласуем с нашими союзниками, в частности, с президентом Китайской Народной Республики. И известно, что сегодня Владимир Путин прибыл на открытие Олимпийских игр и провел переговоры с Си Цзиньпинем, в результате чего они там достигли, значит, огромное количество различных соглашений, и более того, опубликовали даже совместное заявление. Если я не ошибаюсь, у нас есть квинтэссенция этого заявления, в частности, о так называемых гарантиях безопасности переговорили лидеры. Давайте послушаем вместе. Давай. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен Холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Ну и при этом Китай выступил с пониманием и поддержал выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридических обязательств по так называемым гарантиям безопасности в Европе. А Россия, в свою очередь, заявила, что Тайвань принадлежит Китайской Народной Республике. Какая роль здесь Китая в этих гарантиях безопасности? В гарантиях безопасности никакая. Но очевидно, что формируется альянс Китая и Россия против западного мира. Так. И в том вы спрашивали еще, почему сейчас такая реакция Запада. Тут есть еще два момента. Первый – это Афганистан. Они обожглись на Афганистане, и сейчас они дуют на холодное. Да, нельзя ударить в грязь лицом второй раз. Да, второй раз подряд, потому что они все пропустили в этот момент в Афганистане. Почему, например, сейчас посольство, вот все эти репорты про эвакуацию и так далее, хотя ничего в Киеве не происходит. Потому что в Афганистане они ждали, потом бах, и их потом очень гнобили у себя. Одна из причин. Вторая причина – это Тайвань, на самом деле. Да. Потому что же сейчас западный мир так настроен защищать Украину сильно, потому что все понимают, что если сейчас Запад не защитит Украину от России, то Тайвань поймет, что Запад слабый и пойдет в Тайвань. Ящик Пандоры. Да, Китай придет в Тайвань, а это уже гораздо более глобальная проблема для мира, нежели даже Украина. Тайвань гораздо важнее. Там и чипы, и это Япония, Америка, там очень много всего. И поэтому Западу надо показать сейчас, что нет, нельзя, да, нельзя вот это все делать. И он вкладывается так сильно в защиту Украины в том числе, для того, чтобы у Китая не было соблазна полезть в Тайвань. Но вот в таком случае Путин говорит о том, что Лавров говорит о том, что Россия будет обсуждать свою реакцию с Китаем на так называемые гарантии безопасности. Вот какая это может быть реакция, которая будет обсуждаться с Китаем, и в случае вторжения Китай поддержит Россию? Ну, опять же, смотрите, я думаю, что Китай не хотел бы поддерживать Россию. Наверное, он ее поддержит, конечно. Просто какая-то поддержка. Моральная это будет поддержка. Другой поддержки не будет. Он же не пришлет сюда солдат, не пришлет, мы это прекрасно понимаем. Поэтому Китай будет ли на стороне противостояния с западным миром, будет ли Китай на стороне России? Будет, конечно, да, потому что ему нужен такой сателлит, как Россия. Мы же сейчас не говорим о равноправных отношениях Москвы и Пекина. Нет, сейчас Россия карлик по отношению к Китаю, и поэтому они могут там быть просто сырьевым придатком Пекина, вот и все. Но при этом многие политические аналитики говорили о том, что вот западные страны, в частности Соединенные Штаты Америки,
не вводят против России очень серьезные и радикальные санкции, потому что нельзя антагонизировать одновременно две страны, которые в их стратегии национальной безопасности прописаны как там основные соперники. И для того, чтобы не допустить вот этого вот альянса, те не вводят санкции. Получается, не так сейчас? Нет, смотрите, понятно, что никто бы не хотел, да? Но если Россия так себя ведет, то какой выбор у Запада? У Запада не остается выбора. То есть, да, Запад хотел бы перетянуть Россию на свою сторону, но при этом Россия ставит такую высокую цену, которую Запад не готов заплатить. Запад не готов идти на пути там, предательства своих ценностей. И плюс мы понимаем, что вот ценностно, да, у китайцев и россиян очень много, у Путина и Си очень много ценностей. Они оба авторитарные лидеры, да, которые не любят всю вашу эту демократию и так далее. Да, и с нарушением прав человека. Да, вообще им все нормально. Да. Да, именно поэтому это естественный союз. Да, Запад этого хотел избежать, но не любой ценой. Вот если вот Путин сейчас выставил эту цену, эта цена оказалась неприемлемой. И Запад об этом четко Путину сказал. Хочешь, вали в Китай, да? Мы не будем тебе такую цену платить. Я предлагаю підключити нашому ефіру Богдана Мироненко, експерта з Центральної Європи та Балкан аналітичного центру Адастра. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас, салям алейкум. Пан Богдан, да, витаю. Как раз вот мы сейчас обсуждали так называемые гарантии безопасности, которые выдвинула Россия к НАТО и к Соединенным Штатам в середине декабря. И, собственно, сейчас все в ожидании реакции России на ответ США и НАТО. Как вы думаете, какой она может быть? І ще раз вітаю і дякую за надзвичайну честь бути присутнім на вашому шановному каналі. Отож, що стосується реакції і можливої відповіді, ну, зрозуміло, що вона не буде дуже дипломатичною. Вона абсолютно не буде такою, як це бачать, як правило, західні дипломати, які, можливо, там виховані на якихось інших підручниках, на якихось інших мемуарах, які писалися цілковито абсолютно західними, не із тими стандартами, які, на превеликий жаль, знає російська дипломатія, в тому числі як наступниця дипломатії радянської. Я думаю, що відповідь буде далеко не дипломатичною, вона буде дуже такою різкою. Звичайно, вона буде захована за якимись такими загальними красивими фразами, але сенс її буде дуже жорсткий і буде абсолютно конфронтаційний. Він не буде кроком вперед. Но когда мы говорим о конфронтационной реакции, что это может быть, во что это может вылиться? Ну, понятно, что сейчас многие военные эксперты оценивают очень маловероятным широкомасштабное вторжение России в Украину, просто потому что осуществить этот блицкриг нельзя. Но говорят о возможной провокации на Донбассе. Вот вы с этим согласны? Может ли быть такое? В принципі, я солідаризуюся абсолютно із тими оцінками, про які ви згадали у першу чергу. А стосовно розгортання цих дій такого широкомасштабного, ну я би теж його не спрогнозував абсолютно. Навіть якщо Росія прагне, скажімо, там бравувати, прагне якось показувати свої кулаки, то це буде можливо лише тією мірою, якою вона залежна від набутку західної цивілізації і від курсу рубля. Дуже круто, дуже так яскраво говорити про те, що там можна відмикнутися від світу, можна перейти на якісь суверенні системи грошового обміну, можна там взагалі, я не знаю, замість долара прийняти юань як міжнародну розрахункову одиницю, тому що з євро теж такого не дадуть зробити. Але, ну, звичайно, що все може продовжувати, нічого не може тримати вічно.
Ну и последнее, что я хотела вас спросить, да, вот по вашим оценкам, как вы думаете, на что все же рассчитывала Россия? Потому что мы же с вами образованные люди, все прекрасно понимаем, что вот те условия, которые выдвинула Россия, точнее тот ультиматум, он заведомо был невыполним. То есть никто в НАТО, либо в Соединенных Штатах Америки не вышел бы, не подписал бы там юридические гарантии относительно того, что мы там уходим с 12 стран, которые присоединились к НАТО после 1997 года, и в Украину в НАТО брать тоже не будем. Ну, понятно, что этого бы они не сделали. На что тогда в таком случае рассчитывала Россия, и добилась ли она чего-то? Ну, звичайно, що такого, як ви описали, ніхто би абсолютно не зробив. Це абсолютно неймовірний є, по суті, зрадою інтересів цих держав навіть умовно. Я думаю, що Росія просто-напросто шукала підставу для подальшої конфронтації. От вона може сказати, що ми намагалися на щось, ми щось пропонували. Інша справа, звичайно, це ми лишимо так за дужками, що цей сценарій, який був запропонований, він абсолютно неймовірний. Але, як то кажуть, people зрозуміє, народ прийме. Можливо, це оцінять навіть у якихось, перепрошую за такий грубуватий підхід, вічно стурбованих структурах типу ООН, що от ми там так віддані роззброєнню, але як бачите, це не з нашого боку не прагнуть цього мирного залагодження. Інші хочуть, щоб ми продовжували конфронтацію. От на таке самовідбілювання, самовиправдання і був, по суті, спрямований цей крок. Багато урядів, на жаль, у світі і багато керівників міжнародних міжурядових організацій, вони надміру просто віддані меті мирного урегулювання, вони віддані меті роззброєння, краще сказати, над усе просто. І от якраз на оволодівання умами таких і симпатіями таких діячів і було спрямовано цю от нібито пацифістську пропозицію. Дякую вам дуже, Чохсагл, нас пана Богдана, що нашли время і підключились к нам в ефір. Богдан Мороненко, експерт Центральної Європи та Балкан аналітичного центру Адастра, був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, не кажется ли вам, что, в принципе, Россия уже добилась того, чего она, вероятнее всего, хотела добиться, это с ней разговаривают? Проводятся переговоры в Женеве, в Брюсселе, в Вене, их зовут, они приезжают, разговаривают, им звонят. Вот Макрон недавно поговорил опять с Путиным. Ну, то есть, в принципе, вернулись они на международную повестку. Нет. Ну, если это то, чего они хотели, флаг им в руки, да, просто что это вредно для России в целом, да, потому что мы видим, что... Обратный эффект получился. Да, благодаря стараниям всех наших западных партнеров имидж России уничтожен. Путин воспринимается однозначно как агрессор, а сама Россия как страна-агрессор. Ничего хорошего от этого, наверное, нет. Если с вами встречаются, может им нравится лавра Советского Союза, империя зла, которую кто-то боится, да, поэтому у них есть ядерные бомбы, поэтому с ними вынуждены говорить. Но если они хотели этого добиться, молодцы, окей. Ну вот, с другой стороны, ведь продолжают еще строить очень много конспирологических теорий, и сейчас вот все эти переговоры, которые проходят, связывают, точнее сравнивают с переговорами Мюнхен 1939, когда там судьи-то сделали жертвой, договорились, в общем, чтобы предотвратить Третью мировую войну, и говорят, что вот нынешний Чемберлен – это Макрон с Шольцем, ну или Ангела Меркель. Это теория, это конспирология? Конспирология. Плюс, конечно же, классная ассоциация. Netflix выпустил фильм. В этом фильме говорится ничего про судет, кроме судет. Ничего о судетах без судет. Да. Там есть такая фраза. Поэтому, да, оно все звучит очень наглядно. Но в том-то и дело, что эта история была, и все ее видели. И поэтому идти и потакать Путину сейчас Запад, мы видим, не хочет. Опять же, никто же не отдает Украину Путину. Нам привозят оружие, нам обещают поддержку и публично поддерживают очень сильно. Все эти залпы
информационных орудий, они работают очень-очень эффективно для нас. Но ведь Германия потакает. Почему мы решили, что Германия потакает? Смотрите, у Германии есть же проблема 1939-1945 года. У них есть огромный комплекс вины, который на них есть. И этот комплекс вины вынуждает их вести так себя, как сейчас они ведут. Но когда мы видим, приезжает их министр иностранных дел в Россию, она очень делает жесткие заявления. Германия в переговорах в Минске стоит на стороне Украины. Да, они не поддерживают так сильно, как бы нам этого хотелось, но мы можем понять, почему они это делают. Плюс действительно у Франции и у Германии есть исторически очень много связей с Россией. И экономика, само собой, в Германии особенно. И культурно-исторических. Ну вот там еще со времен там, наполеоновских и пренаполеоновских войн. Очень много связей. Эти связи так или иначе сдерживают их от более радикальных шагов. Ну, основные претензии, которые есть к Германии, это три основные претензии. Это «Северный поток-2», который, как говорят, вредит национальной безопасности, энергетической безопасности как Украины, так и всего европейского континента. Второе – это то, что Германия в 2008 году блокировала получение ПДЧ для Украины, чтобы вступить в Североатлантический альянс, что, впрочем, и сейчас говорится в немецком истеблишменте о том, что сейчас не время для вступления Украины в НАТО. Ну и, собственно, вопрос оружия, когда они публично отказываются и, более того, даже блокируют предоставление Украине оружия. И даже не просто предоставление, а покупки. То есть никто не говорит о том, что дайте нам или подарите, да, все равно блокирует. Вот как это понимать? Ну, смотрите, «Северный поток-2», он в интересах Германии, экономических. Конечно. Поэтому какие претензии Германии, что она действует в своих интересах? Слабые можно предъявить претензии. Это их интересы, экономический интерес. И когда мы говорим сейчас о оружии, это же та самая моральная травма в эпохе Гитлера. Угу. У них, они реально верят, что у них комплекс вины до сих пор. И поэтому им очень тяжело делать все то, к чему мы сейчас хотим, чтобы они делали. Поэтому плюс немецкое общество там меняется, да, все эти публикации карт в Бильде, да, вся эта информационная накачка постепенно повышает проукраинские и повышает антироссийские настроения в немецком обществе, но очень постепенно. А демократические политики вынуждены следить за обществом. А общество такое, которое оно есть, да, со всеми комплексами вины. И они не могут идти там наперекор желанию этого. Демократия так работает, да, они не могут это делать. Но просто, если посмотреть даже на комплекс вины, мы все знаем, что во время Второй мировой войны в первую очередь от Германии пострадали белорусы. Потом украинцы, потом русские. Смотрите, не распространяется на белорусов и на украинцев. Мы это знаем. А как это воспринимает немецкое общество? Что они обидели Россию. Потому что война была против России. Они так это воспринимают. И поэтому, если с каждым немцем сесть сейчас рядом и показать ему карту, сказать, посмотри, вы разрушали только нашу землю, вы убивали в основном здесь, да, русские погибали, но украинцев погибали. Да, каждому немцу по очереди вы это объясните. Но то, что в обществе есть этот стереотип и этот комплекс вины по отношению именно к России, вы же это не измените. Это если разве что с каждым переговорите. Поэтому в обществе есть такой нарратив. Как вы его победите? Это, опять же, надо столетиями его побеждать. Михаил Трипольський, головний редактор російського видання в Нью-Йорку, США, з нами. В Нью-Йорку з Соединенных Штатов Америки з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. В Украину недавно прибыл третий самолет с военной помощью Соединенных Штатов Америки. Как вы оцениваете сегодня консолидацию и помощь наших западных партнеров Украине? Насколько эта помощь останавливает Россию от ее возможной дальнейшей агрессии против нашей страны? Думаю, существенно. Как раз лидирует. У нас в Конгрессе речи, отдельный сенатор Джош Хоули, который настаивает, что Украине не нужно вступать в НАТО, это не будет в наших интересах. Нужно понимать, что в Америке тоже есть разные группы населения. И некоторые сенаторы, некоторые мои коллеги на телеканале Fox, например, Такер Карлсон, который заискивает и перед Орбаном, и перед Путиным. И вообще это та группа населения, я так немножко отвлекаюсь, есть у нас такие группы населения, которые к России относятся довольно-таки даже с благоговением к Путину, к его советнику Дугину. Я вам скажу, что когда у нас 4 года назад
уже 5 лет, в Шарлоттсвилле шла демонстрация неонацистов, они шли по городу, известная их кричалка «Евреи нас не заменят». Но там было продолжение, о чем говорят реже. «Евреи нас не заменят, Россия права, Юг восстанет вновь». Есть люди, которые у нас просто боготворят Путина как диктатора. Есть у нас такие группы населения. Вот их слава богу, что их мнение не отражается в Конгрессе. Сегодня Конгресс... Вчера у нас выступал это глава Сенатского комитета по делам, и уже есть информация, что сенаторы договорились, что будет межпартийный пакет санкций против Путина. Уже Путина голосовали и далее. Причем до этого считалось, что давайте будем санкции применять после, если будет вторжение, то есть уже согласие с тем, что некоторая часть санкций, возможно, будет против России применена заранее, оставляя для Байдена свободу рук, чтобы он более жесткие санкции применил, если Россия все-таки решится на вторжение. В отношении помощи оружием Украине, опять-таки, среди сенаторов нет сомнений, подавляющее большинство поддерживает помощь Украине. И мы видите, сколько оружия приходит в Украину. Я думаю, не без давления, а без рекомендаций США и Польша, вот вы знаете, вам помогает оружием, и прибалтийские государства, и Чехия. То есть это оружие серьезное, потому что, как говорил Джонсон, недавно будучи у вас в Киеве, что если Россия нападет, то это будут колоссальные потери среди российской армии. И это да, потому что если посмотреть, что поставляется Украине, это противотанковые комплексы, Стингеры, которые, я думаю, серьезно изменят ситуацию, потому что Путин в Сирии имел карт-бланш на применение авиации, потому как Запад боялся давать сирийской оппозиции комплексы типа Стингера. Если они появятся в Украине, то понятно, что господство России в воздухе будет поколеблено, как было в Афганистане. И потери будут российские просто колоссальные. И это сдерживает Путина. Я думаю, они понимают, хотя их в Кремле жалость своим солдатам, мы знаем их фразу российскую, матери еще нарожают, но я думаю, что они понимают, что это вторжение им грозит. Поэтому я думаю, что Запад в лице Соединенных Штатов сегодня показывает жесткость, и Байден, которого так в то время Путин недооценил, понимаете, это президент Трамп считал возможным вторую Ялту, возможным разрушение НАТО. И вы знаете его высказывание Трампа, зачем воевать за Эстонию и Черногорию. У Байдена подход другой. Это самый жесткий был американский сенатор. Именно с подачи Байдена Америка поставила на место Милошевича и Югославскую народную армию. Он всегда выступает жестко и всегда требует жесткого ответа агрессору. Поэтому Путин очень серьезного оппонента встретил, и Байден с ним будет себя вести жестко. Я считаю, что... Да, вы сказали, что есть консенсус в Конгрессе США относительно введения уже превентивных санкций в отношении России. А если у нас понимание, о каких именно санкциях идет речь, что может включать в себя этот пакет и, собственно, какая процедура имплементации этих санкций? Наши конгрессмены, сенаторы в деталях, мы уже говорили об этом писали, там, SWIFT и прочее, но говорят просто, не хотят детализировать. Говорят, что это будут жесточайшие санкции, которые экономику России обрушат. Вчера выступал сенатор Менендес, он не сказал о деталях. Он сказал, что самое главное, что достигнут компромисс между республиканцами и демократами тем, что санкции уже будут, пакет уже вот-вот готов. А сегодня утром я прочитал, что уже есть такое намерение с тем, чтобы, возможно, санкции применить даже если не будет вторжения, это будут прелиминарные санкции. Они не будут, наверное, самые жесткие. Но вы, наверное, знаете, что Блинкен, отвечая нашим журналистам, говорил, что мы многие наставили, давайте и в Конгрессе, давайте применим санкции заранее. Была линия Байдена, что давайте не будем санкции использовать заранее, а держать палец на спусковом крючке. Чтобы Путин опасался, не нужно ему знать Кремлю, какие санкции в целом заранее будут применены.
Потому что они начнут опять говорить, что это санкции ерунда. Давай, это как бы, знаете, это как бы наше оружие, которое оружие сдерживания. Путин не может представить себе пока в полном объеме, какой удар будет нанесен по нему лично. Вроде бы уже согласились в Вашингтоне, что не будут применять санкции в отношении Путина лично. Но, возможно, такая опция остается и против него, и его ближнего окружения. Но они хотят, видимо, дразнить гусей, но санкции должны быть очень серьезные. Вот наши сенаторы говорят, что это будет очень жесткий удар, который обвалит российскую экономику. Это хорошее предупреждение Путина. Да, вот по поводу превентивных санкций, понятно, что требуется апробация со стороны президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, и здесь ряд аналитиков говорят о том, что в администрации Байдена есть два крыла. Одно крыло ястребов, которые поддерживают Украину и за более радикальные меры в отношении России, а другие наоборот лоббируют интересы РФ. Это так? Это ощущается? Нет, две фигуры. Говорят, что Блинкен – это жесткая линия, а Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности, это мягкая линия, но вверх берет Блинкен. Это видно по настроению в Конгрессе. Конгресс настроен жестко. И Байден уже никуда от этой линии не отойдет. Он сам, это как раз для него очень важно. Показать себя очень жестким лидером после Афганистана, когда был не очень удачный вывод, хотя там есть свои детали, которые мы тут не будем говорить. Сегодня видно, после уничтожения, вчера, уничтожения лидера исламского государства, это шаг и жесткая линия с Путиным показывает, что Байден свои позиции пытается восстановить, и он это умело делает. Это очень важный козырь, особенно в нынешнем году, будут выборы в Конгресс, и нужно показать американцам, и Байден такой человек, и он действительно показывает себя не слабаком, как думали после вывода из Афганистана, а наоборот, это жесткий, серьезный, опытный политик, который знает, как сдерживать агрессоров. Понимаете, поэтому жесткая линия, она будет, я думаю, превалировать, а линия Салливана будет менее заметна. Дякую вам дуже, спасибо большое, что нашли время і підключились к нам в ефір. Михайло Трапольський був з нами на прямому зв'язку. Головний редактор російського видання «Російська реклама» в Нью-Йорку, Соединенных Штатов Америки. Пане Сергею, как вы думаете, может ли действительно Соединенные Штаты Америки сегодня ввести в качестве превентивной меры санкции в отношении России? Просто несправедливо получается. Россия стягивает свои войска к границам Украины, говорит о том, что она нападет, выдвигает свои ультиматумы, а в обмен-то ничего не дает. И более того, агрессия-то в Крыму, на Донбассе продолжается. Смотрите, санкции работают, когда они работают как угроза. Это должно висеть на столе и стимулировать вас не вести себя плохо. Угу. Это как с ребенком. Это сдерживание. Да, это сдерживание. Когда санкции введены, они уже никого ни от чего не сдерживают вообще-то. Поэтому глупо, и вот меня иногда удивляет, что украинский президент, например, требует: введите санкции перед. Да если ты введешь санкции перед, Путина дальше уже ничего сдерживать не будет. Санкции должны лежать на столе, чтобы он знал, вот если я пойду, если я увеличу уровень агрессии, то я получу вот такие санкции. Действительно, уже и Крым, и Донбасс состоялся. Но просто оно состоялось в тот момент, когда Запад был не готов. Запад был его застали врасплох. Угу. Уже откатить назад, подготовиться, ни у кого нет машины времени. И поэтому речь идет о текущем моменте. За то, что Путин сделал, там определенные санкции введены. Да, они не такие сильные, но они уже введены. И их цель была сдерживание России. А сейчас Путину говорят уже перед событием, что смотри, если ты сейчас сделаешь, мы ведем такие санкции, которые будут работать не на сдерживание, а на разрушение России. Но ведь логика в чем? Украина определила для себя политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. Да? И очевидно, что санкции – это один из основных элементов политико-дипломатического пути возвращения наших территорий. Тогда как нам их возвращать, если санкции – это всего лишь сдерживающий фактор? Что тогда является основным фактором? Ведь все как думают? Ну вот санкции ведут, и Россия там оставит Крым, уйдет с Донбасса. Ну давай так, пока Россия существует, она Крым не оставит.
Мы должны это понять. Любой политик побеждает. Режим российский, скажем Любой политик. Ну вот побеждает сейчас Навальный на выборах. Он что, Крым вернет? Нет, конечно. Потому что это будет очень непопулярно в среде российского избирателя. Поэтому любой политик в России, который есть, не будет возвращать Украине Крым. Мы должны это понимать. Поэтому единственный путь, чтобы Крым возвратился в Украину, это развал России. Все. Других путей нет. Дякую вам дуже, пане Сергію Чухсагону, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Сергій Фурса був гостем нашої студії, експерта з міжнародних та фінансових питань. Чухсагонс. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерваемся буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь с АТР. Корушкинч.